Уважаемые соотечественники, в Ингушетии в настоящее время сложилась крайне напряженная ситуация. Причинами такой ситуации является полное игнорирование главой республики мнения населения, заключение им в тайне от народа соглашения по границе с Чеченской республикой, коррупция во всех органах власти. Вместо налаживания конструктивного диалога с народом, по инициативе главы республики в Ингушетии стянуто значительные подразделения силовых ведомств. Десятки людей, в том числе и лидеры протестного движения, Ахмед Барахоев, Малса Кужахов, Муса Мальсагов, Парах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев, арестованы по сфабрикованным обвинениям за участие в мирных протестах. Усилия общественных организаций и гражданского общества по нормализации ситуации, выдвинутые ими конкретные инициативы властями республики, отвергнуты. Евкуров и его окружение пытаются таким образом подавить волю ингушского народа и продолжать творить беспредел в республике. Со всей ответственностью заявляю, что ингушский народ никогда не смирится с этим. Наши требования справедливы, мы добиваемся только соблюдения наших гражданских прав, гарантированных Конституцией и законами Российской Федерации. В Ингушетии не было и нет сепаратистских и экстремистских проявлений. В сложившейся ситуации призываю ингушский народ продолжить исключительно мирными и законными способами добиваться выполнения наших требований отставки Евкурова, прямых и свободных выборов органов региональной власти, отмене антинародного соглашения по границе, искоренению коррупции. С этой целью прошу общественные организации, институты гражданского общества и всех неравнодушных граждан проводить в рамках реализации наших конституционных прав митинги, пикеты и другие акции протеста и мероприятия, направлять индивидуальные и коллективные обращения в федеральные органы власти. От имени Всемирного конгресса ингушского народа выражаю искреннюю признательность нашим диаспорам в других странах и регионах, гражданам России, которые поддержали наш народ в его справедливых требованиях. Прошу вас активно продолжать такую деятельность. Уверен, народ Ингушетии преодолеет возникшие трудности, и мы вместе добьемся восстановления территориальной целостности республики и смены антинародной власти. Аллаху Атубахалвы, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Багоров.